В Коми не хватает айтишников. В этом и прошлом году СГУ, УГТУ и Лесной институт выпустили только 90 человек. Тогда как спрос на таких специалистов в регионе высокий. Об этом во время прямой линии сообщил первый замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми Виталий Осипов. В студии обсудили государственную поддержку бизнеса и специалистов IT-сферы, цифровые профессии, обучение граждан, цифровой гигиене и проекты цифровизации. Говорили и об устранении цифрового неравенства. Программа цифрового неравенства, которая предусматривает обеспечение малых населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек, федеральная программа, проводимая под патронажем Министерства цифрового развития Российской Федерации, рассчитана до 2030 года. По итогам голосования 2021 года на республику по квоте выделено 14 населенных пунктов, за которые проголосовало наибольшее количество человек, и которые должны были быть обеспечены сотовой связью до конца текущего года. Но, к сожалению, из-за тех событий, о которых все мы знаем и которые произошли, по объективным причинам Министерство цифрового развития Российской Федерации было вынуждено пересмотреть сроки реализации данной программы, и в текущем году у нас только 2 населенных пункта будут обеспечены сотовой связью. Это село Прокопьевка в Прилузском районе и поселок Илешор в Усть-Вимском районе. Остальные 12 населенных пунктов, которые выиграли голосование, должны быть обеспечены связью до конца марта 2023 года.